Валерий Ильич Кузьмин родился 7 ноября 1918 году в деревне Иннех Ореховского района. Отец его, Илья Кузьмин, был участник Первой мировой войны. После февральской революции он уволился, приехал. Вот. После этого Валерий Ильич родился. Но отец его жил недолго, 25 года умер. И Валерию Ильичу пришлось, конечно, по хозяйству маме помогать. Ну и за братьями ухаживать. Ну, плюс еще он научился охотиться, добывал зайцев, куропаток. Он этим путем кормил семью 7 лет. Когда в первый раз увидел самолет в небе, испугался. Возвращались мы как-то с мамой с покоса. Вдруг слышим незнакомый рокот. Сверху, вроде бы, задрали головы и тут же пустились на утек в ближайшую рощу. В небе летело что-то непонятное. Мать меня, как цыпленка под юбку спрятала, а сама дрожит. А в селе тоже, оказывается, был переполох. И негцы собрания проводили, и, увидев самолет, разбежались кто куда. И только потом, когда самолет впервые приземлился на Авасе, все сельчане сбежались. С опаской прикасались к крыльям. К летчику боялись даже приблизиться. Настолько необычно выглядел посланец небес. Особенно странный вид придавали ему шлем и очки. А вот мальчишки сразу же взяли лизуна в окружение. Он стоял и дружелюбно улыбался. Обнимая небо крепкими руками, летчик набирает высоту. Тот, кто прямо детства тужит небесами, не предал навек свою первую мечту. Если ты знала, как тоскуют руки по штурвалу, лишь одна у летчика мечта. Высота, высота, самая высокая мечта. Высота, высота. Обнимая небо крепкими руками, а борьбу движением одним. Взлетя ракетой, падая как камень, от мужчины в воздухе я не один. Если б ты знала, как тоскуют руки по штурвалу, лишь одна у летчика мечта. Высота, высота, самая высокая мечта. Высота, высота. С ранних лет я подружился с книгой. В каком-то журнале была небольшая заметка. Сопровождалась она снимком, на котором было изображено странное сооружение. Поверить, что эти скрепленные куски дерева могут сами летать, да еще с человеком, я не мог. И тогда по слогам в этом журнале прочитал диковинное слово аэро. Аэро! План! Это же аэроплан! Оборвалось? Так вот как начиналась история человека,
ставшего легендой авиации Якутии. Не переживай, что-нибудь да и узнаем. Из моей находки! Ведь тогда авиация Якутии очень сильно развивалась, и об этом непременно писали в местных газетах. Итак, самолеты стали все более частыми гостями в столице республики, но каждый прилет был все еще событием. Это время повального увлечения. Государство призывает молодежь. Дадим 150 тысяч летчиков. Тем не менее, он не бросил учебу. 7 классов закончил успешно ИНЕХе, и потом перешел в Якутск учиться в пушно-меховой техникум. Когда второй курс начал учиться, тут лагерная станция образовалась. И вот лагерная станция перешел через год, он младший инструктор по лагерной станции. Но в этом же году областной комитет комсомола 8 человек отправляет в Ульяновскую школу, совместную школу летчиков и техников. Каждому поколению молодых людей присуще восхищаться каким-либо чудом своего времени. Для него в 30-е годы таким чудом явились аэропланы. И тогда 2-3 десятка энтузиастов из пушно-мехового техникума создали секцию на базе одного имевшегося планера заводского изготовления. На всех планеров, уверен, не хватало. Именно! Тогда они и решили строить парящие машины сами. Из чего их только не лепили, ведь подходящего материала не было. Обходились тем, что есть. А они, как ни странно, летали. Летали вопреки теоретическим выкладкам в руководстве по постройке планера. Уверен, что они держались на их энтузиазме и на их вере в свои возможности. Ведь тогда они занимались где попало. Во дворе, в поле. Учебников не было. Они старательно записывали сложные термины и формулы в своих тетрадках. Представь картину. Учлеты подхватывают планер и несут на старт. Теперь в машину садится Кузьмин. Весь вид Валерия и его движения выражает волнение и нетерпение. И вот оно, долгожданное мгновение. И тут вопрос инструктора. Готов? Есть! Порядка на 50 шагов и старт! Планер рванулся вперед, отделился от древяного покрова, лениво пролетел десяток метров и плюхнулся на землю. Валерий Ильич торопливо вылезает из кабины, бежит навстречу инструктору и говорит: Извините, товарищ инструктор, учлет Кузьмин при выполнении задания допустил ошибку. Несвоевременно выбрал ручку. Планер подался вперед, рванулся от места, рассекая воздух, и на этот раз подлет удался! Улыбающийся Кузьмин под одобрительные реплики своих товарищей идет натягивать амортизатор. Стабилизатор, Фюзеляж. лонжерон. А ведь если подумать, авиационные термины действительно звучат как музыка. Я лечу, и поет мне пропеллер.
этих ребят отправили в Ульяновскую совместную школу техников и летчиков. 5 человек на летчиков, в том числе Валерий Ильич, и 3 на биотехников. Вот учились год, и вот после этого он стал инструктором аэроклуба, потом командиром звена. Ну а с 1938 года образовалась 234-й отряд спецприменения и местных воздушных линий. Потом в 40-х годах делался 140-м летным отрядом, потом Маганским объединенным отрядом. Будучи инструктором, он воспитал ряд будущих летчиков, в том числе Вера Захарова, Лена Дворянкина, это участники Великой Отечественной войны потом. Но один из них, Карелин был, он отличился в войне 4 орденами Красного Знамени, был награжден. Ну, Валерий Ильич тоже отношение к нему имел. Но когда война началась... Началась Великая Отечественная война. В октябре 1941 года Государственный комитет обороны СССР принял решение о строительстве воздушных линий для связи с США. Из якутской авиагруппы в распоряжение откомандировали 4 пилотов. В их число попал Валерий Ильич. Работа казалась трудной. Экипажу приходилось преодолевать большие территории от Якутска до Берингового пролива над незнакомыми таежными и гористыми пространствами. Совершив посадку на подобранную из воздуха площадку, летчики брали топоры и шли рубить просеки. Тянули рулетки, ставили реперы. За день приходилось делать 10, а то и больше сложных взлетов и полетов. С продолжительностью летного времени не считалось. Осенью 1942 года был в основном закончено строительство и реконструкция аэродромов. Началась перегонка самолетов, поставляемых в нашу страну из США по ленд-лизу. Тысячи пилотов, борт, радистов и механиков работали на невыносимых условиях Крайнего Севера. Это происходило на глазах Кузьмина и веря в свои возможности. Его самолет возил срочные грузы, почту и служебных пассажиров. С 1942 года по 1945 год было перегнано почти 8 тысяч самолетов и перевезено тонны ценных грузов. Бескрайнюю тайгой летим туда, где правый бой, где нужен каждый самолет. Но очень долг наш полет, не каждый может долететь. Летит за нами следом смерть. И если с курса сбился ты, попав в плен вечной мерзлоты, то выжить шанс твой очень мал. Здесь или бан, или пропал. Бескрайние леса тайги, не видно впереди низги. Земля пуста на 1000 верст, а рядом только холод звезд. Да, летчики мальчишки молодые, но за плечами не первый перегон, и на столе играет патефон. Что в сказку делать ты?
Бросая вниз твой аппарат воздушный, перетворяет невиданный полет. И зазнает, как время воздушный, на стрелной мире пролетательный флот. Снова выше и выше и выше, стремимый полет наш открыт. В каждом мгновении висит спокойствие наших границ. Наш острый взгляд пронзает каждый атом, наш каждый лев решимостью одет. И верьте нам на каждый ультиматум, воздушный флот сумеет дать ответ. Снова выше и выше и выше, стремимый полет наш птиц. И в каждом мгновении висит спокойствие наших границ. Первое послевоенное пятилетие. Эти годы становления Кузьмина как командира воздушных судн различных типов самолетов. Он становится одним из лучших командиров воздушных кораблей. Так и рос авторитет одного из первых пилотов Саха. Действительно, а если подумать, Валерий Ильич Кузьмин сыграл огромную роль в становлении авиации Якутии. Курсанты, быстро, бок! Я узнаю как талантливого, хорошего руководителя, хозяйственника. Я вот людей редко встречал, таких людей. В людях разбирался от и до. Просто человеческий. Валерий Ильич с людьми, хоть с генералом, хоть с солдатом почти одинаково вел себя. Я посчитал, вот сколько бы ни работал, я посчитал его как наставника. Он относился по-человечески, он никогда не повышал голос. Это в семье была любовь, согласие, и в такой атмосфере и выросли. Поэтому мы счастливы и благодарны своим родителям за то, что так жили. Потому что не каждый человек может заниматься и хозяйственной деятельностью, и своей любимой вот работой в небе. Поэтому папа самородок просто, настоящий самородок. И вот он не только руководитель городского, республиканского, но Валерий Ильич это герой соцтруда, это же командир Якутского объединенного отряда, это вообще человек с большой буквы, легенда. Человек, который для республики, для авиации сделал очень много. У него была одна, но пламенная страсть – построить каменное жилье для работников Якутского объединенного авиаотряда. Человек этим горел и действительно построил. Он вопросов много задавал. Депутатом был. Он интересовался всем. Человек был очень мужественный. Он практически никогда не отдыхал. После военного командир Алсивовский даже. Он с войны работал, я их знаю. Это были тоже великие люди, но Кузьмин среди них выделялся очень серьезно. Потому что развить такую инфраструктуру, производственную, такую социальную инфраструктуру мог только один Кузьмин. Вот такой человек был Валерий Ильич. Ну, оставил он на себе самую добрую память в сердцах людей. Полет, за собою позвав, от земли подхватив, вдохновляя, возвысил до веры достойный высот и предутренних гаснущих звезд. Полет — это то, что вложили в него сотни мыслей и рук, сотни преданных глаз, провожающих нас в бесконечную даль, чтоб предел испытать и за кромкой его суть чего-то познать. Полет — это то, что ношу я в груди, когда руки раскинув безмерную ширь, в синеву превращаю
все для меня. Это то, почему становлюсь я сильней. Там, где я, это бездонное небо, в бесконечность, стремящийся к ней. Полет. Я лечу, Я лечу я лечу и пою вдохновенную песню мою. Всегда любил старину, народные песни. Вдохнуло утро румянец свободы, над озером быстрая чайка летит. Ей много простора, ей много свободы. Луч солнца у чайки, крыло серебрит. Луч солнца у чайки, крыло серебрит. Прошло 105 лет со дня рождения первого якутского летчика, героя социалистического труда Валерия Кузьмина. В одной из своих последних статей Кузьмин привел слова поэта: «Не вижу в небе самолета, и небо кажется пустым». Да, он не мыслил своей жизни без авиации. Его масштабные замыслы и решения опережали время и не теряют значимости и сегодня. А дело всей жизни Валерия Ильича продолжают авиаторы республики, настоящие профессионалы своего дела, среди которых дети, внуки Кузьмина. Колышется дождь молодой, ветры летят по равнинам бесплодным. Знать бы, что меня ждет за далекой чертой. Там, за горизонтом, там, за горизонтом, там, там-тарам, там-тарам. Шел я к высокому небу не зря, спал, укрываясь большими снегами. Но зато я узнал, что такое заря. Там за облаками, там за облаками, там, там-тарам, там-тарам. Верю, что все неудачи стерпят, жизнь отдавая друзьям и дорогам. Я узнаю любовь, повстречаю тебя. Там за поворотом, там за поворотом, там, там-тарам, там-тарам. Если со мною случится беда, грустную землю не меряй шагами. Знай, что сердце мое твердый
уважение легендарному летчику, человеку эпохи и признание его больших заслуг. Судьба Валерия Ильича – это отражение исторических страниц авиации страны, ее становления и развития. Кузьмин – гордость Республики Саха-Якутия.